феврале в Уфе пройдет отчетно-выборная конференция региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан». Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии, руководитель организации Альбин Халиуллина сегодня у нас здесь. Здравствуйте. Альбин Габитовна, здравствуйте. Итак, мы с вами говорим о том, что предстоит отчетно-выборная конференция. Расскажите, как идет подготовка? Да, 28 февраля в ГКЗ Башкортостан в Уфе пройдет отчетно-выборная конференция. Это у нас плановые, каждые 5 лет мы по уставу проводим отчетно-выборную конференцию. На сегодняшний день составлен список делегатов. Мы ожидаем более 400 делегатов с районов республики и также почетных гостей. Расскажите, 5 лет принято подводить итоги, можно уже предварительные какие-то результаты, наверное, озвучить. Что было сделано за эти 5 лет? Наша организация, как мы знаем, уже общественная организация. На общественных началах у нас существует совет из 23 человек. Также есть активисты в районах и имеются местные общественные организации в районах, муниципальных районах республики. За эти 5 лет считаем, что проделано немало. Во-первых, это сохранились наши традиционные проекты. Это ежегодные конкурсы, фестивали, какие-то народные праздники. И в то же время нами сделан новые проекты, осуществились новые проекты. Также нами выиграны гранты. Они все реализованы успешно. Вы говорите о новых проектах. Какие это проекты? Вот недавно, в ноябре 2025 года, Нефтекамская наша организация запустила наставнический проект, это ННЕЙ, наставнический социальный проект, где собраны лучшие практики за несколько лет. Это и помощь СВО, это и помощь молодых людей к старшему поколению, а также старшего поколения молодежи. Это такой очень даже интересный проект. Мы думаем, проект продолжится и даже будет тиражирован в последующем. Альбина Габитовна, сейчас очень много внимания уделяется именно прошлому, да, это наша культура, идет такое возвращение, но эта культура обретает оттенки современности. Вот расскажите, какие проекты есть у вас, которые связаны и с татарским орнаментом, и с какими-то новыми, может быть, стилями, что есть интересного, что вы могли бы отметить? Да, сейчас мы нематериальное культурному наследию мы тоже обращаем внимание, это не первый год. У нас есть проекты, которые из года в год идут, например, даже созвучно с вашим вопросом, у нас имеется проект «Национальный узор Милли-Безяк», в рамках которого мы обучаем школьников, студентов вышивке, национальной вышивке. Мы даже показываем национальную вышивку на машинки, то есть это более механизированная такая вышивка. Обучаем и даже показываем мастер-классы в детских садах. Я думаю, что таким способом мы можем вовлечь и молодежь, потому что современная молодежь, она очень креативная, она воспринимает информацию немного в другом формате, поэтому и нужен здесь и интерактив нужен, и какая-то иллюстративная часть нужна, поэтому мы стараемся это делать. Причем, я так понимаю, идет работа в направлении создания цифровой платформы для того, чтобы именно у молодых людей была возможность лучше и больше понять культуру. Да, они даже в этом плане сами помогают, в части даже элементарного каких-то разрабатывания логотипов, каких-то элементарных вещей они могут помочь. Поэтому вовлекаем молодежь в этом случае тоже. Альбина Габитовна, вы сейчас говорили о том, что один из проектов ННЕ реализован в Нефтекамске. Я так понимаю, что филиалы есть по всей республике Башкортостан. Как удается их координировать, тем более, что это общественная организация, как удается работать на одну идею? Получается, у нас есть филиалы местной национальной культурной автономии муниципальных районов в более 40 районах республики. У них имеются также председатели на местах, и мы через руководителей на местах осуществляем эту работу. Мы выезжаем на какие-то мероприятия и таким образом также поощряем и также помогаем как-то, и методически помогаем нашим организациям.
Поэтому это уже у нас как бы слаженная система. Мы считаем, что это хорошие результаты дает. Республика Башкортостан всегда была многонациональным регионом. Вот как удается, может быть, взаимодействовать с другими национально-культурными организациями? С другими национальными культурными организациями взаимодействие у нас тоже имеется, потому что мы состоим в Совете Ассамблеи народов России, также в Совете Дома дружбы народов России, Башкортостана. Мы посещаем мероприятия друг друга. Вот тоже на наши мероприятия приглашены руководители общественных организаций других национальностей. И у нас есть проекты, даже которых участвуют не просто как гости, а как полноправные участники, руководители, не только руководители, а представители других национальностей. Например, хочу сказать только о двух проектах. Это уже 16-й год у нас проходит всероссийский конкурс чтецов «Тукаевские напевы». Тукай Мыңнары в этом году 140 лет исполняется со дня рождения Габдуллы Тукая, юбилейный год. И в рамках этого проекта, этого конкурса участвуют дети разных национальностей. Суть проекта заключается в том, чтобы стихи Тукая прозвучали на разных языках. За историю существования этого конкурса, за 16 лет, стихи Тукая прозвучали на 16 языках. Получается, помимо тех народов, которые населяют Республику Башкортостан, есть такие языки, были представлены такие языки, как китайский, финский, арабский и другие языки. Считаем, вот это тоже показывает нашу дружбу. На церемонию награждения приходят руководители общественных организаций других национальностей. Даже в один год приезжали народные артисты других, например, армянского народа, сопровождал участницу во время выступления. Мы считаем это нашим очень даже таким жестом и показателем нашей общей дружбы. А также у нас есть проект «Балеш-фест», традиционный, ежегодный, который стал уже брендовым мероприятием Буздякского района и финансируется из бюджета республики. В 2017 году этот проект впервые получил грант президента Российской Федерации, и после этого был поддержан 2 раза грантами, и там тоже участвуют многие национальности. Балеш объединяет нас. Это пирог, символ дружбы народов республики. Определенно, потому что, мне кажется, нет такого телезрителя, который бы не знал и не любил это блюдо. Мы варьируемся тем, что пирог у всех народов есть, рецепты только разные, и начинка разная, поэтому назвали проект вот таким названием, обозначили. Но это одно из знаковых мероприятий, это действительно вот такая вот своего рода визитная карточка именно Балеш-феста, и я думаю, Балеш очень многие Наши знают. гости очень любят праздник, они просятся ежегодно, они приезжают, они делятся впечатлениями. У нас есть огромная видеотека этого праздника и других праздников тоже так же. Альбина Гамитовна, расскажите, как будет избираться новое руководство, может быть, какие критерии предполагаются? Нынешний совет у нас состоит из 23 человек. Предстоящий совет, предполагаемый, будет состоять из 19 человек. Это объясняется несколькими причинами. Мы, во-первых, оперируемся тем, что более мобильные, более оперативные члены нам нужны, более креативные. Поэтому думаем, что новый совет будет немного обновлен, но не настолько, что полностью совет не будет обновляться. Но возлагаем большие надежды на новый совет. Есть какой-то, может быть, план, стратегическое развитие на следующую пятилетку? Конечно, есть у нас. Мы, во-первых, продолжаем те проекты, которые показали хорошие результаты. Также работаем над новыми проектами. У нас есть 2-3 района, пока не будем разглашать тайну, которые работают над новыми проектами, и думаем, они будут очень интересны. Главное населению, народу, который этим будет пользоваться, этими проектами, чтобы они приносили пользу. Альбина Гамитовна, спасибо огромное, что, несмотря на то, что наверняка сейчас горячая пора, подготовка к предстоящей отчетно-выборной конференции, нашли время, пришли к нам, рассказали о предстоящих планах, о том, что предстоит действительно очень серьезное мероприятие по подведению итогов и планированию на следующие 5 лет. Пусть они сложатся удачно. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечала Альбина Халиуллина, исполнительный директор региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан». Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.